Еще раз добрый день. Спасибо большое, что пришли. Спасибо нашей прекрасной площадке, книжному магазину «Заман». Обсудим сегодня, наверное, двух самых любимых, известных писательниц Башкирии: Хадию Давлетшину, Зайнаб Биишеву. И для начала я хочу сказать то, что вот, как у взрослого человека, у меня есть слайд про себя, но я даже не знаю, в каком статусе я здесь сегодня присутствую. То ли там филолога и, прости господи, кандидата наук, то ли моей внутренней 11-летней девочки, которая нашла на чердаке у бабушки униженный роман Зайнаб Биишевой, влюбилась в него, перечитывала каждую весну и, в общем, всю жизнь так или иначе увлекалась творчеством этого автора. Мне кажется, больше вторая моя субличность, потому что если какой-то такой искренней любви и уважения не было бы и этой лекции, как мне кажется. Вот. Но позволю себе и немножечко такой душноты, научного взгляда, и для начала расскажу, как сейчас читаются книги Хадии Давлетшиной, Зайнаб Биишевой. Я немножечко посмотрела публикации исследователей, журналистов, в общем, то, что было в открытых источниках. Хочу сделать маленький дисклеймер. В основном это были тексты на русском языке, может быть, в башкирском литературоведении ситуация немножко иная. Но пару важных текстов были переведены из башкирского, об этом я тоже отдельно скажу. В большинстве публикаций Хадия Давлетшина и Зайнаб Биишева сейчас предстают такими матриархами, грандамами башкирской литературы. Они их пишут с почтением, с восхвалением, с благодарностью. Они всегда есть в каком-то культурном контексте. Может быть, вы смотрели фильмы Булата Юсупова о башкирской интеллигенции «Первая республика» и «Дневник поэта». В них есть такие небольшие сцены с всеми башкирскими писателями, и там мы видим силуэты двух женщин с каре и в беретике, и мы понимаем, что это как раз-таки Зайнаб Биишева и Хадия Давлетшина. То есть они всегда есть в нашем контексте. Но мы, наверное, из-за этого уважения, трепета, восхваления немножечко их образы как-то бронзовеют, перестают их книги по-настоящему анализироваться и оцениваться. С одной стороны, это как бы, понятно, но с другой стороны, хотелось бы какой-то более живой дискуссии, что ли. Вторая, как мне кажется, проблема. Многие исследователи как будто бы сами застыли в прошлом и сохраняют какой-то советский взгляд на тексты Хадии Давлетшиной и Зайнаб Биишевой. Вот, например, есть такой трехтомник «История башкирской литературы», я его купила в Китапе, он издан в 2015 году. Вот в этом томе есть глава про Зайнаб Биишеву, и я просто приведу примеры, какие словосочетания используют исследователи, когда пишут о ней. О самоотверженном труде женщин в тылу, другом колхозников, представители старого мира, мещане и эгоисты, возрождение башкирского народа под влиянием Октябрьской социалистической революции, классовая борьба в деревне, революционная буря, закаленный солдат-коммунист, великий поворот на селе. То есть такое ощущение, что Советский Союз не закончился, и исследователь абсолютно верит во всю эту социалистическую идеологию и мыслит также. Мне кажется, это немножечко устарело, и больше всего я грущу, если по этим учебникам, правда, кто-то учится, может быть, на башфаке, это было бы, конечно, печально. Про Хадию Давлетшину, кстати, текст более нейтральный, не такой соцреалистический. Но в ее отношении тоже есть, как сказать, свои нюансы. Так как у Хадии Давлетшиной был очень сложный последний этап жизни, она была репрессирована, находилась в лагерях, а потом с большим трудом дописывала свой главный роман «Иргиз». Многие исследователи относятся к ней с каким-то как-то очень по-личному, эмоционально, и так и пишут в своих работах. Поэтому я когда их читала, с одной стороны, там была очень интересная фактура, но с другой стороны, иногда мне казалось, можно ли до конца этому доверять, если человек, борется за своего героя, отстаивает его, может иногда отказываться от какой-то объективности, чтобы, показать его в более каком-то, не то что выгодном, а скорее каком-то несчастном, сложном положении. Поэтому я, в общем, довольно-таки так,
не то что скептично, но старалась вот эту вот эмоциональность из текстов вычленять и обращать внимание больше на факты. Вот так мы видим, как бы, вот так книги Хади Давлетшиной и Зайнаб Биишевой видят какие-то исследователи, публицисты, журналисты. Но есть еще как бы наивный читатель, это я, например, когда я читаю книгу просто для удовольствия. Если сейчас открыть романы Хади Давлетшиной и Зайнаб Биишевой, такой наивный читатель, который хочет просто получить удовольствие, отдохнуть вечером, прочитает, как мне кажется, их как романы Анатолия Иванова. Может быть, вы его знаете по сериалам «Вечный зов» и «Тени исчезают в полдень». Это такой советский писатель, который писал о первой половине 20 века в сибирских селах. Так вот, очень похожий вайб. И Дмитрий Быков, к которому я немножко неравнодушна, но который, конечно, циник, говорит, что это такой немножко Шолохов для бедных. Кого обманывать, действительно что-то в этом есть, потому что Шолохову хватает таланта встать над какой-то идеологией, а все-таки Анатолий Иванов пишет с точки зрения социалистического реализма. Ничего плохого и в этом нет, у всех как бы разная мера таланта, и он художник и писатель своего времени. А чего бы я хотела для Зайнаб Биишевой и Хади Давлетшиной, чтобы их читали сейчас? Во-первых, как мне кажется, нужен заданный контекст творчества. Конечно, как вот и Анатолий Иванов, они люди своего времени. Я недавно смотрела интервью поэта Льва Рубинштейна Катерине Гордеевой, он там говорит про своих родителей. Как они говорили о себе, революция дала нам все. Как мне кажется, нашим писательницы тоже могли бы так о себе сказать. Да? Они получили образование, общались с интеллигенцией своего времени, создали свои произведения. Во многом потому, что произошла революция. Поэтому они выбрали направление социалистического реализма, стремились писать в нем. Но, конечно, ирония жизни в том, что иногда их талант оказывался больше их метода, и у них получалось рассказать даже больше и какие-то более яркие факты, чем они планировали. Но об этом надо говорить. Почему в тех же учебниках не звучит то направление, к которому относятся эти писатели? Вместо того, чтобы к этому методу относились сами исследователи, лучше бы они говорили, что это метод, выбранный художницами. Во-вторых, я очень им желаю таких современных исследователей, которые ставили бы себе определенные задачи научные, использовали современный взгляд, современную оптику и терминологию при анализе их работ, какую-то там с точки зрения деколониальной теории, какой-то феминистической, в контексте современных произведений, связанных с региональной литературой. Все это возможно делать. И еще, конечно, очень бы хотелось, чтобы от уже самих писателей и, может быть, художников в смежных направлениях, драматургов, например, были произведения, где были бы отсылки к работам Зайнаб Биишевой, Хади Давлетшиной, какая-то новая подача, новые взгляды, потому что у них есть та фактура, с которой писатели, художники могут работать. Причем технически это даже есть сейчас. Другое дело, какие методы используются. Например, сейчас есть, так скажем, копирование формы. Вот здесь я заметила, есть книга Гульнур Якуповой «Женщины», она довольно-таки новая, несколько лет назад вышла в русском переводе. Это тоже трилогия, нет, по-моему, даже там больше романов, несколько романов, такой цикл, тоже с таким женским взглядом на жизнь башкирского села в 20 веке. То есть форма взята, по сути, у Зайнаб Биишевой, но ничего нового формально там не было привнесено, но это просто немного другие обстоятельства, другие сюжеты, но форма, по сути, та же. Или я вот на нашей прошлой встрече рассказывала, что меня немножко расстроила постановка «Униженных» в молодежном театре, когда это был просто, пересказ того сюжета, который был заложен Хадией Зайнаб Биишевой, все, у меня все смешалось, Зайнаб Биишевой. В «Униженных» режиссер и драматург не стали как-то пересобирать произведения, расставлять по-своему акценты. Это были просто такие иллюстрированные изображения к роману. Хотелось бы, в общем, чего-то большего. И иногда я заметила, чтобы с этой выспренностью в отношении наших матриархов бороться, может быть, можно было иногда что-то писать и с юмором, и с иронией. Как минимум у Зайнаб Биишевой, у самой хорошее чувство юмора, она иногда шутит там в своих романах, там бывают забавные персонажи. Мне кажется, они бы не обиделись на нас.
Вот, а сейчас уже перейду к рассказам о самих писательницах. Честно говоря, мне бы хотелось начать с Зайнаб Бишевой, потому что она, хотя написала намного больше и прожила дольшую жизнь, какой-то более ровный, гармоничный художник, что ли. Я когда готовила часть про нее, прям как-то морально отдохнула душой. А у Хади Давлетшиной все очень метущееся, сложное, вот, но все-таки справедливее начать с нее, потому что она первая писательница Башкирии, вообще, мне кажется, одна из первых писательниц тюркоязычных регионов Башкирии. Она подтверждает мою теорию, что от осинки не родятся апельсинки. Она все-таки из среды, где ценилось просвещение, образованность. Она внучка муллы. И еще у нее так получилось, что она могла учиться у преподавателей детей местного бая Янгула Юмагулова. Я чуть позже про него чуть побольше расскажу. Это очень тоже интересная фигура, которая повлияла на ее творчество. И еще я заметила такой тренд, такой как бы момент, то что Хадия Давлетшина очень плотно жила. Мне кажется, это может быть связано с тем, что у нее были проблемы со здоровьем, с легкими. Она понимала, что у нее, или чувствовала, что у нее не так много времени. Вот прям видно, как быстро она развивалась как личность. Так как у нее было уже какое-то образование, сразу после революции она уже сама учила детей, начала писать первые стихи. В 17 вышла замуж за Губай Давлетшина. Это был такой герой своего времени. Он был, с одной стороны, поэт, писатель, с другой стороны, политический, наверное, деятель, устанавливал советскую власть в Башкирии. И вот брак с ним, конечно, очень сильно повлиял на ее биографию, потому что, во-первых, они много ездили, то есть жили и в селах, каких-то и малых городах, и в Уфе, и в Москве, когда он учился в институте красной профессуры, и общались с местной интеллигенцией. Во всей этой среде, вот уже в 21 год, Хадия сама написала свой первый рассказ, а в 25 очень яркую повесть Айбика, которая вышла и в Башкирии, на башкирском языке, она причем была напечатана еще арабикой. На сайте библиотеки имени Заки Валидир есть оцифрованное это издание, можно посмотреть. И позже была опубликована и на русском языке. И ее такая писательская карьера так ярко развивалась, что уже в 29 лет она участвовала в первом съезде советских писателей, общалась с Горьким. В общем, такая яркая, заметная карьера, большие надежды, но наступил 1937 год, сюрприз. Ее мужа сперва арестовали, затем расстреляли, он к этому времени уже был наркомом просвещения Башкирии, а ее саму арестовали и направили в лагерь как жену изменника Родины. Очень сложным и не совсем понятным для меня был последний этап жизни Хадии Давлетшиной. Обычно, очень часто о нем пишут так. Она жила в Бирске, занималась таким черным трудом, например, мыла полы в бане, потому что ее не брали на какую-то более квалифицированную работу, и очень страдало у нее здоровье, и из последних сил писала свой роман «Эргиз». Но на самом деле за это время она успела пожить и в Уфе, и в Сулье, это такая станция между Челябинской областью и Башкирией, в Кигах, только потом поехала в Бирск. Она второй раз вышла замуж. И, я вот, например, не нашла информации, поддерживал ли ее второй муж ее в работе над романом. Она переписывалась и общалась с писателями, которые входили в союз писателей, они обсуждали ее роман «Эргиз», про это чуть позднее тоже, если время позволит, скажу. То есть я не думаю, что это была вот такая, одномерная какая-то ситуация, но, конечно, там и очень много загадок, например, куда пропал ее архив после смерти. Меня, например, ужасно интересует, как она, будучи писателем, ничего сама не стала писать про Темниковский лагерь, где находилась, потому что это все-таки такая, большая тема, которая должна была волновать писателя, но таких материалов нет, может быть, что-то было в ее архиве. Затем я узнала, что после ее смерти было чуть ли не судебное разбирательство вокруг повести «Мурадым». Ее издал член Союза писателей Амири, его обвиняли в том, что он украл архив Хадии Давлетшиной и издал ее повесть под своим именем. В общем, такой
неоднозначный период жизни, вернее, не до конца изученный, не до конца представленный для исследования, изучения. Это, конечно, мне кажется, само по себе сюжет для романа, может быть, кто-то возьмется и напишет. Вот, совсем чуть-чуть скажу о первом этапе ее творчества. Так как она начала писать стихи в 16 лет, конечно же, там не было каких-то глубин и прорывов. Тут вот есть пример, это, конечно, подстрочник, в общем, рецепт: фольклор плюс природа плюс восхваление тружеников и коммунистов. То есть, понятно, такой рецепт из того времени. Она была юным автором, сейчас бы что-нибудь снимала, какое-нибудь горизонтальное видео, тогда влюблялась в коммунистов. Вот. Но были и классные, интересные мотивы уже в то время. Например, она в своих публицистических работах очень поддерживала женщин, которые искали самореализации, независимости. Конечно, это было как бы в стиле того времени. Они шли работать в колхозы, ходили на какие-то общественные обсуждения политических событий, но там есть такие забавные моменты. У меня есть приятельница, которая ведет курсы копирайтинга и рассказывает, что некоторых женщин мужья не отпускают туда учиться, чтобы, не дай бог, они там не стали независимыми, не обрели профессию. И у них та же логика, как у этих мужчин в 1920-е годы. Например, она приводит пример, как муж одной из таких колхозниц говорит: вам, женщинам, лишь бы собираться и просто болтать, или вот ты полгода работала, старалась, а что тебе подарили? Только шаль за 5 рублей. То есть это обесценивание, токсичность, в общем, через годы, через расстояние просто поражает, как это все сохраняется и по сей день. И еще мне очень понравился момент, то, что Хадия Давлетшина переосмысляла некоторые сюжеты из фольклора и писала, так скажем, сейчас бы, наверное, мы сказали, фанфики. Гульнур Каскинова — это известная исследовательница Хадии Давлетшины, и она же куратор ее музея в Бирске, рассказывает, например, про образ Залифы из народной песни. Это была любимая песня Хадии Давлетшиной про девушку, которую продали там второй или третьей женой пожилому человеку, хотя она была влюблена в юношу там из своей деревни, из аула. Хадия Давлетшина еще в юности написала об этом стихотворение, а потом уже во взрослом возрасте в романе «Эргиз» представила образ другой Залифы, которая бойкая, даже балованная, самоуверенная, и которая вышла замуж счастливо, у которой все сложилось хорошо. Она как будто бы для своей любимой героини перепридумала судьбу. Мне показалось это таким милым и тоже современным моментом. Если бы меня спросили, что одно, человек, например, хочет прочитать что-то одно, чтобы познакомиться с творчеством Хадии Давлетшиной, я бы порекомендовала повесть Айбека, которая вышла в 1931 году. Она есть в интернете в разных форматах. И вот, может быть, вот эта картинка, да, вот это вот с двумя девушками очень нарядными. Кто бы подумал, да, что это картинка к повести башкирского автора о 20-х годах в колхозе. Но по факту это так. Эта картинка реалистично иллюстрирует то, что там происходит. В этой повести задумка, в общем, талант Хадии Давлетшиной обманул ее собственную задумку. Ее идея была в том, чтобы написать абсолютно такую в духе времени повесть о том, как женщина после того, как советская власть приходит в село, просвещается, перестает быть буквально-таки рабыней у родственников мужа, начинает работать там, где ей интересно, становится чуть ли там не вторым человеком в колхозе, учится водить трактор. Задумка была такая. Но так как мы вот обсуждали, Хадия Давлетшина очень много видела, знала самых разных аспектов жизни, куда интереснее и ярче ей удалось описать другое. Например, жизнь аула в начале 20 века, то, например, как девочки из очень бедных семей получали образование. К примеру, все они должны были, например, учиться у жены муллы, у абыстай, ходить к ней домой, не в медресе, а вот именно у дома заниматься. За это платили продуктами, но так как вот семья Айбеки была очень бедная, у них не было даже такой возможности, и ее отец шил обувь в семье муллы, чтобы его дочь получила какое-то образование. При этом оно было очень
компактная, она должна была просто выучить все молитвы, которые нужны для совершения намаза. И сразу после этого обучение завершалось. Там рассказывалось, с каким приданым ее выдавали замуж, насколько она была знакома со своим будущим мужем, ни насколько. И какие-то другие такие, ну, довольно любопытные, интересные факты. Еще, мне кажется, очень нестандартным образ красноармейца, который был представлен в этой повести. Это, по сути, как раз-таки вот муж главной героини Айбеки. Во время гражданской войны он воюет на стороне красных, уходит из села и больше просто не возвращается. Позже мы узнаем, что он женился на девушке, так скажем, из бывших, которая была обеспеченной в дореволюционные годы, потому что ему понравилось, как она ведет дом, то, что она умеет наряжаться, она грамотная, она хорошо говорит. И он просто-напросто женился второй раз, никак, ну, я так понимаю, ему позволяла эта религия и его взгляды, у них родился ребенок. Это никак не повлияло на его карьеру, он оставался политическим, там, ну, не крупным каким-то политическим деятелем того времени, участвовал в каких-то конференциях. Мне кажется, это очень такой не очень приятный для советской идеологии образ, при этом он абсолютно присутствует, ему посвящено много времени. Как-то довольно обаятельно описана предприимчивость прежних баев, которым хватало ума отдавать своих детей в советские учебные заведения, чтобы те встраивались в новую жизнь. То есть, может быть, хотя Давлетшина хотела показать их негативно, а получалось, честно говоря, обаятельно. Много описаний вот этой эпохи НЭПа, и там тоже очень много откликается с нашим сегодняшним временем, там вот тоска по Заре, там у них это тоже есть, когда закрылись какие-то лавки после революции, исчезли качественные ткани, и вот это вот все тоже очень сильно звучит. В общем, очень любопытная повесть, если вынуть из нее этот вот социалистический костяк и читать вот так внимательно, можно получить много удовольствия. И все это получает еще больше развития в романе «Иргиз». В нем просто, ну, мне кажется, у Хади Давлетшины есть определенное даже такое, ну, это сильно, наверное, будет сказано, но раздвоение личности. От ума она придумала идеальный революционный роман. Она пишет в письмах: «Я хочу рассказать о судьбе Куйбышева». Это был такой революционер, подпольщик, который ездил там по селам, по заводам, поднимал людей. И эта часть выглядит так. Башкирский пастух Айбулат, у него происходит определенный конфликт с его дальним родственником Баям Ниязголом, и он едет работать в русское село. Там знакомится с революционерами, и потом, когда начинаются революционные события в его собственной деревне, он их возглавляет. Этот костяк, ну, такой плоский и понятный для своего времени, его мы вынимаем. И без него тоже остается очень-очень много. Во-первых, классный исторический роман, да, мы можем, опять-таки, как в Айбеке, многое узнать про быт, культуру, этику жизни в башкирских селах в первые 2 десятилетия XX века. Для меня самыми яркими частями были те куски, которые были посвящены годам русско-японской войны и Первой мировой, когда происходила мобилизация, когда, ну, там очень ярко и печально показано, как жили села, когда мужчины уходили на фронт. Там тоже, опять-таки, очень много отсылок к сегодняшнему, вот, ну, как не печально. И еще, это вообще моя самая любимая часть, «Иргиз» можно прочитать как классный производственный роман. В нем описывается, как живет большое байское хозяйство, как они выезжают со всеми там своим скотом на литовке, как там встают, ставят свои юрты, терме, как распределяются обязанности среди людей, которые работают там, как распределяется еда, как этим управляют жены бая, потому что среди них есть четкое распределение обязанностей. Старшая, например, она такая домоправительница, при этом она очень мягкий, дипломатичный, симпатичный человек, и, ну, изобразить ее отрицательным персонажем у Хади Давлетшины не получается, как она ни старается. Она может, например, подарить коня, то есть сделать большой такой подарок, когда ей привозят весть, что ее муж становится там волостным старшиной. Вторая жена бая ведет купеческую деятельность, да, она
предприниматель, по сути. А третья такая, ну, она молодая, эффектная, она такая пиарщица, она наряжается, она может надеть не только национальную одежду, но вот и светскую, российскую, и присутствовать с Баем на мероприятиях. Немножечко дьявол носит Прада, то есть, но в сфере взаимодействия женщин в начале 20 века в башкирском селе. Например, они обсуждают, когда у них происходит какое-то мероприятие, и они приглашают на свою литовку большое число гостей, в какой они должны быть одежде их невестки, в национальной или в светской, в зависимости от того, кто приезжает. Также в Иргизе очень много фактуры для каких-то других произведений. Это как раз-таки вот жизнь семьи Бая Янгула Юмагулова. Он был прототипом для одного из главных героев, Бая Ниязгола. Это был очень яркий человек, который жил в Самарской губернии. Он был очень богат, но еще дал очень хорошее образование членам своей семьи. И его собственные младшие братья стали революционерами, а его дочка Рабига одной из первых суфражисток в Башкирии. И она вот боролась за права женщин, выступала как депутат. Все это произошло, потому что у них было такое образование. И также Янгул Юмагулов сам был меценатом и поддерживал нуждающихся. Еще, кажется, был поэтической натуры, потому что он посадил большой яблоневый сад, в котором мог прийти хоть кто угодно, есть яблоки, гулять. То есть, честно говоря, мне кажется, это вообще фактура для еще одного большого башкирского романа. И вот как раз-таки у Ходи Давлетшина какие-то мотивы здесь можно позаимствовать. Еще если говорить про сложных героев и сложные взаимоотношения, расскажу про такой мотив, который меня совершенно потряс, вернее, меня потрясла, как здесь отражена этика башкирского села того времени. Одна из героинь, Яланбека, солдатка, и когда ее муж находится на фронте, она беременеет от другого мужчины, у нее рождается ребенок, свекр и свекровь ее выгоняют из дома, она идет к родителям, ну, те ее принимают, но не поддерживают. И когда одна из главных героинь, жена вот этого прекрасного революционного Айбулата Гульюзым, такая, не знаю, самый светлый образ романа, приходит к Яланбеке, она видит, что та лежит, отвернувшись лицом к стене, ее ребенок лежит в грязных пеленках, к нему никто не подходит, и у Гульюзым не хватает каких-то внутренних сил, мужества ее поддержать, она тоже этого не может сделать, будучи вот, ну, таким, казалось бы, по задумке Ходи Давлетшиной, ну, хорошим, достойным человеком, потому что этика села этого, ну, не позволяла. Позже она, конечно, решает, что это нужно сделать, но уже поздно, потому что вот Яланбека, она, в общем, утопила этого своего ребенка и сама немножечко, как мне кажется, ну, сошла с ума. Вот, это все произошло просто потому, что, ну, село это не могло воспринять. К слову говоря, Сагит Агиш, башкирский писатель того времени, говорил, что это верная оценка, и она на самом деле должна была понести такое наказание. А Ходия Давлетшина, человек, который, как я говорила, и поездил, и видел, ну, и участвовал в каких-то современных дискуссиях того времени, она считала, что это вот уйнаш, это прелюбодеяние, это уже устаревшее понятие, оно не должно осуждаться. И это в ее романе, мне кажется, тоже очень смело было представлено. Также, на мой взгляд, в последних страницах романа отразилась ее собственная трагедия ее собственной жизни, то, что ее мужа расстреляли, а ее репрессировали, отправили в лагерь. Они были люди, которые, как бы, ну, по их мнению, отдали революции все, жили ее идеологией, а получилось, ну, так, как получилось. И если бы это был плоский, обычный соцреалистический роман, он бы, наверное, закончился как-то позитивно. Там, не знаю, красные бы заняли деревню, раздали бы всем зерна, все были бы счастливы, ура, ура, красные флаги. А по факту в последних главах умирает Айбулат, это вот любимый главный герой Ходи Давлетшины, он умирает жестоко, его убивают зеленые, а его жену они как бы захватывают в плен, тоже очень жестоко с ней обращаются, избивают, и она теряет ребенка. Технически последняя главка, она абсолютно крохотная, называется «Победа», но она абсолютно, вот я ее прочитала, и она абсолютно не перекрывала всего вот негатива, драмы последних глав, и, в общем-то, технически мы остаемся
ну, как бы в очень печальной точке происходящих событий, когда вот, ну, с главными любимыми героями автора происходит страшное. Также, мне кажется, ну, важным сказать, что роман «Иргиз» очень кинематографичный. Вот Ходия Давлетшина — один из редких художников своего времени, который умела показывать, а не рассказывать. Она создавала именно сцены, особенно в начале они очень классные, вот эти вот выезды на литовки, эти бегущие стада, пастухи, льющиеся песни. Она очень по-сериальному во многом строила свой сюжет. Тогда ее вот в ее время за это ее упрекали, что у нее расходятся линии разных героев, не всегда пересекаются, а сейчас это читается очень современно. И иногда у нее были, вот меня прям очень поразила одна из нестандартно так поданная сцена. Смерть главного героя мы видим глазами байской дочери Хаят. Это абсолютно второстепенный персонаж, который там за роман 3 раза, наверное, появляется на страницах. Сперва маленькая девочка, и вот она уже юная девушка, и она случайно видит, как умирает Айбулат, так как она это видит случайно, ее это поражает. И мы как бы видим все ее глазами, тоже под большим впечатлением, потому что мы не ждем этой сцены в главе про, ну, вот, эту героиню. Мне кажется, это очень было сильно сделано. Вот, это, наверное, ну, главное, что я хотела протараторить, проговорить про роман «Иргиз». Честно скажу, немножко боялась его перечитывать во взрослом возрасте, думала, что мне он покажется соцреалистическим, но, наверное, в последней трети уже не могла оторваться. Он достаточно, ну, вот по-настоящему, по-человечески меня увлек. Сейчас мы перейдем к Зайнаб Бишевой, но Ходию Давлетшину не забываем, потому что еще про нее немножечко будет и дальше. Вот, а это Зайнаб Бишева. Они, по сути, с Ходией Давлетшиной ровесницы, но Зайнаб Бишева основные, ну, самые заметные свои произведения писала уже после 50, и поэтому, наверное, больше ощущается как писатель второй половины 20 века. Это ощущается и в подходах, и в темах. Она также была из среды, где ценилось образование. Она дочь и сестра сельских учителей. Сама, ну, вот, для тех времен получила достаточно хорошее образование, в юном возрасте согласилась поехать в интернат, чтобы учиться. Далее в караван-сарай в Оренбурге. Это было такое учебное заведение, которое появилось после революции для тюркоязычной молодежи. Далее работала учителем, редактором, была общественным деятелем, воспитала 3 сыновей. Кстати говоря, она им дала очень необычные имена, как мне кажется, которые в их судьбе потом отразились. Она их назвала Тельман, Дарвин и Юлай. Они стали учеными, а Юлай с таким, ну, более башкирским именем, как-то связанным с Салаватом Юлаевым, переводил романы своей матери на русский язык. Она многожанровый автор, она переводила русских классиков, она писала детскую литературу, сказы, пьесы, прозу, поэзию. И также, ну, мне кажется, абсолютно честным сказать, что ее творчество развивалось последовательно. Там есть, конечно же, и очень скромные произведения. Например, я вот перечитала повесть Кюн Хёлу о женщине, которая во время Второй мировой, когда ее муж ушел воевать, заменила его на должности председателя колхоза. Ну и, конечно, это такое очень привязанное к своему времени произведение, которое сейчас немножечко кажется штамповым и, наверное, ну, через века с нами далее не пойдет, но это жизнь, но писатели на самом деле, как бы сказать, не рождаются гениями, они к этому постепенно идут. Ее главным произведением стала трилогия «К свету». Она состоит из 3 романов. «Униженные» про дореволюционные годы у Большого Ика, про гражданскую войну, и «Емыш» про уже 20-е годы в башкирском селе. Но прежде, вот, чем мы перейдем именно к этой трилогии, которую, наверное, многие любят, еще пару моментов про творчество Зайнаб Бишевой я хочу сказать. В общем, произошел такой интересный момент. Когда я готовилась, я прочитала сказ Зайнаб Бишевой «Песнь о мастере и подмастерье» и поняла, что это такой творческий манифест автора, где она, ну, пишет о своих принципах творчества. Они довольно максималистские, то есть человек должен, как бы, гореть своим творчеством, отдавать все в жизни ради него. Но там есть и абсолютно, как бы, классные технические советы для ого-го, для писателей, для любых других художников.
Например, те же самые правила 10 тысяч часов, когда ты должен большой объем работы произвести, чтобы стать мастером. Взаимодействие с природой, изучение опыта художников предыдущих лет. Все это здесь есть. Но еще здесь есть, конечно, один такой момент. В этом сказе очень осуждается герой, которого называют подмастерье, который продавал работы мастера. По сути, он был продюсером. И для этого тоже нужен определенный талант. Но это очень осуждается. Я вот думаю, у меня нет четкого ответа. Это осуждается с точки зрения советской этики или это осуждается с точки зрения башкирской этики? Потому что мне кажется, что среди башкиры же были скотоводы скорее, чем среди них не было так много купцов. И поэтому мне вот интересно, чья здесь звучит этика. Но что еще интересно с этой песней о мастере и подмастерье? Как я говорила, я почти все тексты начитывала на русском языке, но я увидела небольшую заметку, где сама Зайнаб Бишева рассказывает о Хадие Давлетшиной, и я хотела узнать, что там содержится, и попросила моих родителей мне перевести. И оказалось, что песня о мастере и подмастерье Зайнаб Бишева посвятила Хадие Давлетшиной, она в ней рассказывает о ней. И, как мне кажется, вот это вот горение своим делом, когда ты отдаешь все своему последнему произведению, здесь правда есть. Прям Зайнаб Бишева пишет, она не может напрямую рассказывать о Хадие Давлетшиной, не то время, и она выбирает такую форму и говорит о ней. Мне кажется, это такая перекличка этих писательниц какой-то очень важной и трогательной. Их так мало, но они, видите, поддерживают друг друга. Вот, и еще чуть-чуть про лирику, пьесы и небольшие прозаические произведения Зайнаб Бишевой. Просто назову мотивы, которые там звучат и которые, мне кажется, до сих пор очень симпатичными. Во-первых, Зайнаб Бишева необсуждаемо поэт труда. Это не обязательно творческий труд, это может быть труд строителей, как, например, в повести «Думы, думы», но она абсолютно за профессиональную реализацию, это вот звучит у нее из произведения в произведение. Также ее волнует быстротечность жизни, вот эти вот проходящие перед глазами ее этапы, и даже вот в своей поэме о Салавате Юлаеве, я когда ее читала, меня меньше взволновали какие-то, не знаю, политические, военные моменты, и вот там жизнь в Рагервике, сколько вот твой взгляд в прошлое, когда он вспоминает свою юность, какие-то другие этапы жизни, это очень поэтично, классно сделано. И вот два моих любимых мотива – это любовь к батырам, но не восхищение со стороны, а она сама готова стать с ними рядом. Она очень часто пишет про женщин-батыров, она так называет, например, женщин, которые воевали во время Второй мировой, и женщин, которые тружеников, женщин-строителей, например. И про себя говорит в обращении к Салавату Юлаеву: «Я бы воином рядом с тобой была». В общем, она никогда не со стороны, она стоит плечом к плечу, она сама сильный персонаж и в этом не сомневается. И также в ней есть и всегда вот была спокойная уверенность в своем праве на творчество и в праве женщин на творчество. Я просто хочу, наверное, надо было, конечно, сделать это в презентации, но я потом подумала, хочу показать снимки, где Зайнаб Бишева изображена, я сейчас передам, со своими коллегами-писателями. Это 50-е годы, она единственная женщина. Покажу, то есть это вот тут 3 ряда мужчин, и она здесь одна, и мне кажется, это требует, какого-то все-таки мужества, уверенности в себе, да. И хотя я немножко стесняюсь, но я хочу очень почитать одно из стихотворения, которое мне нравится. Как раз-таки, вы знаете, в нем нет какой-то дискуссии и нет какого-то вот желания бить кулаком о стол, требовать себе каких-то прав. Она ровно и спокойно говорит о том, что все равно будет петь. В такой диалоговой форме стихотворения. «Ты женщина, и петь тебе нельзя. Хоть и зайди восторгом и тоскою, петь – дело исключительно мужское. Не пой, не голоси, замри, грозят. Презрела я угрозы и запрет, из песен и душа, и белый свет. Ты женщина, и петь тебе нельзя, живи, не нарушая шариата. Пускай поют и пляшут азаматы, ты женщина, узка твоя стезя. Но в сердце у меня любовь и грусть, и я все песни знаю наизусть. Ты женщина, и петь тебе нельзя, так говорят обычаи и нравы. Джигиты, да, они поют по праву, но песни льются в грудь меня разя.
Приемлю я и ненависть, и горе, и звуки, как бутоны, зреют в горле. Свекровь шипит, весь день меня грызя. Невестка ты, молчи, сиди понуро. Петь песня — это дело богадиров. Закрой свой рот, нельзя, нельзя, нельзя. Но выплеснулась песня, разлилась, и надо мной ее краса и власть. Вот. Не могла удержаться. Маленькая это слабость, простите меня. Вот. И сейчас все, переходим к нашей любимой Емеш. Наверное, многие очень, ну, те, кто читал, тот, кто знаком, любят эту трилогию. Честно говоря, в нее очень легко влюбиться в юном возрасте, когда ты еще наивный читатель, не знаешь хорошо историю, культуру. В ней также есть, конечно же, это огромный соцреалистический костяк, которым я даже, честно говоря, не хочу обсуждать, потому что он еще немножечко даже по площади более плоский, чем у Ходи Давлетшины, у Зайнаб-Бишева. Если человек богатый, мулла, старшина, он сразу злодей, ничего хорошего мы от него не ждем, а все люди, которые не обеспечены, в сложной ситуации, светлые и высокие, все, как бы это немножечко, конечно, ну такой момент, забыли про него, потому что там еще много классного. Первое важное — это живой такой этнографизм и опора на фольклор. Это очень популярная точка зрения, я с ней абсолютно согласна, что достаточно прочитать роман «Униженный», вот он, один роман может заменить, и мне, например, заменил весь курс культуры Башкирии. Читая его, ты понимаешь все про быт, про этику, про фольклор, про, не знаю, про систему питания, про то, как строились жилища, в общем, как велось хозяйство. И при этом это делается как-то, вот знаете, такой смелой региональностью. У Ходи Давлетшиной, к примеру, очень звучит такой мотив, что, в общем, башкиры учились у русского народа, как делать революцию, они такие младшие братья. У Зайнаб-Бишева ничего такого нет, это отдельный башкирский универс, который живет по своим правилам, который там, ну, причем там есть рядом русская деревня, они там взаимодействуют, общаются, но вот этой вот какой-то позиции, взгляда снизу вообще нет, она рассказывает про свой мир, который очень хорошо знает, который любит, которым любуется. И второй важный момент — это вот женский семейно-бытовой взгляд. Да, как вот мы помним, даже у Ходи Давлетшины главный герой, такой герой ее души — это мужчина. А у Зайнаб-Бишевой это девочка Емеш, Гуль-Емеш. В 3 ее романах отражены, по сути, ее детство, отрочество и юность. В свое время критики обвиняли Зайнаб-Бишеву в выборе такой героини, говорили, что недостаточно значимый персонаж, чтобы отражать жизнь села, народа в то время. Но, честно говоря, мне кажется, именно выбор этого героя держит этот роман на плаву, оставляет его интересным сегодня и сохранит, как мне кажется, в истории. Это было самым мудрым решением, которое она могла сделать. Специально к нашей встрече я решила перечитать не «Униженных», которых довольно относительно недавно читала, а 3-й роман в этом цикле, он называется «Емеш». И я его, ну, знаете, вот понимая, что это соцреалистический роман, и понимая, что мне как бы взгляд будет цепляться, я просто поставила, чтобы мне было интереснее, себе внутреннюю задачу. Я решила отследить, как здесь отражен путь развития региональной, сельской, районной, такой, ну, национальной интеллигенции. И как вот в жизни Емеш, по ее как бы этапам жизни, это можно очень хорошо отследить. Сперва еще в родной деревне ее учат собственный брат, который вернулся с гражданской войны и просто сам себя назначил учителем, как абсолютно как в повести Чингиза Айтматова «Первый учитель». И, конечно, это не какое-то настоящее образование, он учит детей каким-то простым бытовым вещам, чистить зубы, там его собственная библиотека состоит из, причем не зубным порошком, а сажей и вот от угля. У него, собственно, там библиотека состоит из 2-3 книг и нескольких газет, да, но это какие-то первые уроки жизни, которые она получает. Но так как у нее есть интерес к образованию, далее она соглашается поехать в интернат, чтобы учиться. И что меня совершенно поразило, Зайнаб-Бишева пишет про довольно нелицеприятные вещи, которые происходили в этом интернате, например, про растление малолетних. Это, конечно, было, ну, не с Емеш, но это было вот в этом контексте. И так как еще главная героиня хорошо училась, она перескакивала классы, и на определенных этапах она была единственной девочкой в классе 40 мальчиков, да, то есть вернемся к этому праву женщин, чтобы петь песни, да.
Далее она едет учиться в караван-сарай, и тут тоже сталкивается с, не с простыми моментами для себя. Например, ранее у нее было определенное религиозное образование, картина мира. А тут она впервые изучает географию, и как-то это надо соотнести в голове, понять, какая картина им является более верной, перестроить, по сути, всю свою систему взглядов. Смелости от нее требует даже просто в библиотеке взять русские книги, потому что библиотекарь иронизирует над теми студентами, которых хватает на это смелости. Не то, что там просто молча отдадут тебе книжку. Еще мне кажется, то, что в образе Емеш определен, здесь вот еще передана определенная ментальность народа. У нее есть такой принцип, это такое стихотворение: «На гору Саадат взбирайся сам один, тогда лишь будешь сам себе ты господин. Никто не скажет, я ему помог подняться, а он теперь со мной не хочет знаться». Она такой закрытый, очень интровертивный человек, который не ждет добра от мира и хочет все сделать самостоятельно. Мне кажется, это до сих пор проявляется в некоторых людях, как-то вот заложено в нации, и вот в Емеш это тоже очень сильно выражено. И очень тоже важный для меня момент в конце романа, в общем, как раз-таки в той соцреалистической части погибает один из таких революционных героев, Хамат Батыр, конечно, такой социалистический Батыр, и его сын, он жених Емеш Байрас, хочет остаться в селе, бросить образование, жениться, помогать своей матери, помогать своим сестренкам. А Емеш отказывается, она говорит, что она продолжит образование, и более того, ей мало Оренбурга, она хочет далее учиться в Москве. И, в общем, это абсолютно прямо звучит, что стратегию развития их семьи и каких-то семейных решений принимает женщина, и она такой яркий и яркая личность, у которой есть свои амбиции. Мне это очень нравится. Вот. В общем, в таком ключе я прочитала этот роман, и мне кажется, это такой подход, который может помочь читать книги, которые очень привязаны к времени. Да, там они соцреалистические, но если ты ставишь какие-то внутренние задачки, становится интереснее и видишь много крутого. Еще хочу сказать немножко в сторону, не совсем по теме общего выступления, но для меня это важно. Почему я еще ужасно уважаю Зайнаб Абдуловну, потому что она учит менеджменту творческой жизни. Во-первых, смотрите, она написала свою трилогию в 50-е годы, то есть ей уже было больше 50 лет, она к этому пришла, да? Это был какой-то этап развития, потому что большое произведение требует больших и навыков, и ресурсов. Во-вторых, она пишет 3 романа за 13 лет, это там, и не надо питать иллюзий, что такие большие произведения пишутся очень быстро. А еще такой важный момент, она же была женой, мамой 3 сыновей, и работала, сейчас бы мы сказали, в офисе, то есть, полноценно у нее был рабочий день. Как же ей удавалось заниматься творчеством? Об этом рассказал, я читала в интервью МКСЭТ, ее сын Тельман Аминов, что, во-первых, у нее была поддержка, ее сестра Хафаса, она не вышла замуж, жила с ними и вела дом, она занималась хозяйством, это было делегировано. Во-вторых, она вышла замуж за человека, который поддерживал ее в ее творчестве. Это был ее осознанный выбор. Прям тут звучит, мама говорила, что вышла замуж за отца, зная, что он не будет мешать ей заниматься творчеством. Мне кажется, это тоже очень стратегически важная жизненная задача. И заметьте, какой современный и осмысленный человек, в общем-то, автор, который родился в 1908 году. Под конец уже хочу сказать то, что иногда я думаю, что какое же у меня странное хобби увлекаться творчеством писателя. Я же училась не на башкирской филологии, на русской, это абсолютно мой личный отдельный интерес, но он приносит много удовольствия. Например, я ездила в музей этих писательниц. Музей Зайнаб Бишевой находится в деревне Туимбетово Кугарчинского района, а музей Хади Давлетшиной в Бирске. И музеи такие провинциальные, скромные, с экспозицией не то чтобы меняющие жизнь и как-то сильно открывающих писательниц, но сама поездка очень классная, потому что в этой деревне Туимбетово, например, я увидела
Ну, это, наверное, были не дома, а такие хозяйственные постройки, сделанные из камня. Они явно были сделаны еще в начале 20 века, и, может быть, 100% помнили саму Зайнаб-Биш. Вот там очень эффектный, самый большой ик и вот его окрестности. То есть, по сути, это те локации, о которых я читала в 11 лет, и мне было так интересно. Затем мы можем прочитать роман «Буренушка» Тансулпан Гариповой, вот женщины Гульнур Якуповой, которые здесь есть. И, в общем-то, увидите весь 20 век через судьбы башкирских женщин, потому что метод Зайнаб-Бишевой живет, и как я сейчас даже знаю, что будет, уже, по-моему, есть какая-то постановка по «Буренушке», готовится еще, и еще, ой, совсем забыла. И маленькие исследовательские чудеса со мной тоже происходят. Вот в этот раз, когда я готовилась к лекции, я узнала о внучке Зайнаб-Бишевой. Она, не по крови ей внучка, она падчерица ее сына. Ее зовут Джамиля Стехликова, и она большой чешский политик. Она работала в правительстве, она занимается там правами меньшинств, и при этом она поэт, она очень увлекалась творчеством Беллы Ахмадуллиной, сама пишет такой очень нестандартной, интересной манере, и у нее есть стихотворение про ее бабушку, маленький отрывок под конец прочитаю, именно часть, которая мне нравится. По оренбургскому небу ночь, как Ван Гог, рассыпала звезды, фонари. Бабушка повторяла, что писать значит грести против течения леты. С этой целью от стихотворений перешла к романам. Хватило 3, чтобы вывести гордых башкир из аулов Большого Ика к свету. Вот, в общем, мне было очень самой интересно, когда я готовилась. Так что спасибо Заману за то, что мы предложили сделать эту лекцию. Спасибо нашим прекрасным матриархам и гранд-дамам, которые приносят мне столько удовольствия в моих исследованиях. И спасибо вам, что пришли.